латвийское общественное телевидение, так Ольга Драгилева. Я читала много статей в независимой российской прессе о том, что вербовщики исламского государства, они пытаются как-то, они приходят именно к мигрантам из Таджикистана, потому что живут мигранты в таких очень стесненных обстоятельствах и предлагают им эту идеальную какую-то страну. Вы сталкиваетесь с этим? Вы слышите какие-то информацию об этом? Она соответствует истине? Ну, на самом деле, если реально посмотреть на картину, подобные вещи имели место в российском государстве нашем, что именно вербовка происходила именно здесь. Это не то, что я там расследовал, проводил собственное свое расследование. Я очень был заинтересован в том, что если я нахожусь в России, то я часть российского государства, соответственно. Если организация общероссийского движения трудовых мигрантов, это тоже часть российского государства. Есть цели и задачи. Каждый из нас надо быстрее помочь структуру государства и на уровень общественной организации. Но выявили мы на самом деле очень много фактов, где места скопления, где происходит вербовка граждан Таджикистана, в первую очередь. Мы же знаем, что война, которая сегодня продолжается в арабском мире, в частности Ирак, Сирия, причастны к этому, все мы сейчас знаем, есть ряд стран, которые приграничены к российскому государству. Да. И сейчас ведется очень, называемый так, правильный или умный подход к тому, что надо избавиться от подобия, значит, различных образующих групп, или боевики, или новые государства, в карте мира как исламское государство, ИГИЛ. Я давал об этом знать руководству, соответственно, по линии средств массовой информации, по нашей газете, что нас волнует, что наши граждане пропадают. Наши граждане вообще в 2014 конец, начало 2015 года очень стало много желающих выехать с территории России, потому что с России легче добираться было до Турции, а последующие в Ирак и в Сирию. Да. Вначале думали, это все шутки. Ну, поехали люди там, как нам объяснили, что там идется строительство в южной части Сирии, там выполняют мы большую работу с помощью, значит, турецких инвесторов. Впоследствии мы видели, что по всем этим показаны в различных каналах и европейской, и российской, что там никаких строительств не вели, там абсолютно продавалась нефть, большое количество подешевле. Были, да, ряд стран заинтересованы, что больше территории захвата надо ввести людей из бывших советских государств. Вербовки происходили на территории, в частности, крупных рынков в Москве. Если то, что я говорил, я то, что, может быть, отчитался о своей работе на уровень прокурора Москвы, на уровень там различных структур, на уровень, соответственно, Министерства МВД Российского государства, что есть определенные точки. Надо ускорить вариант или выход с того положения, предпринимать надо меры уже. Ну, может быть, тогда заинтересованность не было со стороны Российского государства. Но в последующем мы видели, что после выступления Владимира Владимировича Путина на Ассамблее Организации Объединенных Наций он назвал много фактов в том, что сегодня происходят те кровавые войны, которые последующие, оттуда народ бегает в Европу же. И больше практически 1 миллион граждан с арабским миром уже были на территории Европы благодаря через приграничные зоны Турции же. Ну, среди этих простых людей оказались и боевики же, мы знаем там. Ну, и Таджикистан, и Россия уже дал конкретно знать, что среди боевиков находится не менее 3000 граждан СНГ. Ну, может быть, даже российской, говорит. По нашей информации, не менее 1000 граждан были Таджикистана. С маленьких государств Таджикистан, при 8 миллионов, это слишком большое количество. Нам надо было анализировать ситуацию. А почему там они оказались? От хорошего, от плохого, это идея тех людей, которые говорят, что есть различные в исламе
направлений, можно говорить, к тому, что одни сунниты, другие шииты. Надо освободить эти территории от шиитов с помощью суннитов. Нет, там оказалась совсем другая картина. Что граждане в основном с целью зарабатывания денег и готовы были жертвовать собственной жизнью. У них не было идеи. Практически за идеей никуда не поехали. Захватывая территорию Сирию. Им нужны были деньги на лечение своих близких. Матери там, переводчика, как на Востоке вы знаете. Детей надо прокармливать было в Таджикистане. И самое страшное, когда каждый второй, уже попадавший на территорию Сирии, из граждан Таджикистана, они были обмануты на территории России. Они же работали же. Они даже зарплаты не получили по году, по два. Они обращались в различные инстанции, обращались к нам. Чем могли мы, тем им помогли в этом. У них в это время и количество, соответственно, с предложенной суммы денег до $5000 гражданам заинтересовало многих даже в Таджикистане. Там получено был большой кредит гражданам Таджикистана. И поскольку они надеялись, что в России это, то, что связано с санкцией, доллар будет сохраняться, то уровень, который до 32 тысяч рублей за $1000. Но это все, видишь, обвал рубля получается. И люди не могли принести те деньги, которые забрали в Таджикистане в банках. Ну, соответственно, кредит. И многие уехали с членами своей семьи. Забрали свои семьи, уехали туда же. Возвращать надо этих людей. Но тут страшно к чему получилось, что уже Таджикистан стал первой страной в мире, объявил, что те, которые находятся за рубежом, соответственно, в Сирии, в Ираке, что их гражданство должно быть аннулировано. Остались люди без гражданства. Значит, тут остается один единственный. Нужны были сильные дипломаты, значит, должны быть сильные страны, которые говорят, что во многих наших принимающих решений есть многочисленные ошибки. Но зачем тогда, если мы поголовно будем говорить, вот там террористы, тогда они назад не придут. Но хотя многие из наших граждан в Сирии просили убежище. Но тут уже было принято именно, они террористы, они исламисты, и они оставались на территории, соответственно, Сирии, до сих пор они воюют. Сейчас из них переехали уже на территорию Афганистана к талибам. Присоединились несколько группировок. Нам, как общественная организация, приезжали очень много родителей. В частности, наши газеты об этом и говорили, что ищите наших детей, помогите возвращению этих граждан. Которые из Москвы уехали, да? Которые уехали, да, соответственно, как приправочный пункт, получается, да. Здесь их вербовали, им платили деньги, брали различные паспорта. Но делалось, понимаете, на какой-то уровень, что якобы человек летит в Турцию, ну, с Россией не было вызова системы между Турцией и Таджикистан не имеет вызова. Они едут там отдыхать или выполняют другие там работы, связанные часто с существованием человека на земле. Ну, опять получилось все наоборот, же мы видели. Значит, поехали туда. А куда смотрели спецслужбы? Хорошо, российские спецслужбы там, европейские спецслужбы. А чем занимался спецслужбы Турции, получается, в этот момент? Они практически вербовали. Не просто человек пришел с улицы и вербовал, а вся спецслужба из Турции вербовала на тот момент наших граждан. Потому что они сунниты. А именно количество суннитов было заинтересовано, это же война. И до сих пор же идет война против Асада, как основной часть шиитов, также Иран шиитов получается. И Ирак это тоже часть из них суннитов. Но война происходит между именно течением ислама, о котором мы сейчас говорим, сунниты и шииты. Было возможно, допустим, прекратить раньше, еще не в 2014-2015 году, а в 2014. Да, конечно, у каждого дипломата, лидера стран мира были это все дело. Но возникает вопрос, а почему именно война в 21 веке начинается между самих мусульманами? Кто в этом заинтересован? Я много раз выступал. Когда мы говорим с большой трибуны, говорим одни вещи, как будто мы знаем, что происходит на уровне семерка, двадцатка же, но не говорим конкретно страну мы же. Тогда было известно нам, что если ислам, именно сегодня там война, мы их называем именно веру, исповедая наш ислам, религию, пророка Мухаммеда, это терроризм, тогда почему они не воевали на поле арабов против Израиля? Это джихад. Если идет создание единого государства исламского, не надо было с Асадом воевать. Не надо было, именно воевать было против кого? Против тех, которые говорят, сегодня в Бога нет, Бог не существует, мы едины. Видите, как получилось? Практически
израильское государство находилось на том моменте, когда война, там никаких боевых действий не происходило. Даже палестинцы не воевали против Израиля. Значит, получается, финансирование откуда происходили? Израильское государство, с другой стороны, с помощью, соответственно, Турции. Соответственно, здесь, мы говорим, вопрос идет о Катаре идет и Саудовской Аравии. Но сегодня это факты уже есть. Что делать с нашими гражданами опять? Их не семьями же. Мы о чем самое главное будем говорить. Надо возвращать. Я недавно говорил хорошие. И даже Путин о том говорит, что мы будем уничтожать всех. Всех будем уничтожать, там есть боевики. Нет. Во всех структурах, даже есть мировой опыт, мы знаем, что надо создать фильтрационные, значит, направления, места. Если они берут коридор, выходят, много из них не виновны, надо создать, земли много. Можно между Ираком, между Сирией создать фильтрационные, значит, лагеря, и люди заезжают туда и говорят, мы, вот наши оружие, все остальные, мы не причастны, нас обманули. Их нельзя убивать. Пускай даже судят их по закону, который связан по терроризму, год, 2, 3, 5. Но они же потом возвращаться будут назад. Количество боевиков станет меньше. А если мы будем говорить, нет, мы будем воевать. Мы будем провести новейшие испытания своей новейшей оружия. Да мы против кого отправляем? У нас тогда больше будет врагов. Скажите, а вы упомянули, что приезжали к вам родители уехавших. А часто приезжали? Много вот вы много здесь очень, принимали, очень да? много. А что они говорили? Знали о том, что по ряду информации, которые поступили к родственникам, что сын не находится в России на трудовой заработок. Да. Сын уже давно находится на территории там, Турции. Они попросили, чтобы проверить их данные через основной аэропорт Шереметьево. Но мы все время докладывали, говорили наши представители Дипкоп с Таджикистана, посольство Таджикистана находится в России, в Гранаде, дом 13. Есть представители безопасности Таджикистана, они тоже работали. Но часть из людей наших ехали через Киргизию. А удалось кого-то вернуть? Да, в Таджикистане вернули ряд из молодых наших граждан. В частности, они рассказывали. Здесь есть участие и министра МВД, и министра безопасности Таджикистана тоже в этом я могу дать оценку в этом работе, что они сделали очень большую работу. Но есть очень большая практика в Таджикистане. Таджикистан раньше всех сделал заявление господином Рахмоновым, президентом. Это буквально было 3 года назад, 4. У нас более 4000 таджикистанцев учились в различных медресе. Вот то, что министр ему говорит. Да. В различных, значит, медресе учились. Но по той информации, которую предоставили господину Рахмонову, президенту Таджикистана, со стороны Комитета безопасности Таджикистана, срочно было предпринято меры забрать детей назад. Учиться там смысла нет в этих медресе различных. Ну, здесь стал Таджикистан выиграл. Ну, об этом, видишь, сигнал поступил от Таджикистана, а Таджикистан является членом ОДКБ. Его надо было тогда другим, то же самое предпринимать, надо было забрать детей назад. Но у нас получилась открытая что граница Россия между Турцией. И здесь любой президент на постпространстве СНГ должны были жесткие меры предпринимать не в этом году, а раньше. Надо было прямо господину Путину говорить с трибуны, что по всех этих, иначе называемых грязные черные игры виновата Турция. Но тогда же было ясно, что как они оказались там, откуда столько называемые лагеря, которые отдыхают, там зона отдыха получается в Турции. Уже все же, много миллионов журналистов уже видели же. Чисто с такой эмоциональной точки зрения, вот то, что родители вам говорили, они были удивлены, что их дети уехали? Ну, я всегда говорил родителям одно, что мы живем в 21 веке. 20 век это был век человечества, вы знаете. Люди жили в 20 веке. Это создание были, вы знаете, это впервые человек оказался в космосе. Социализм, развитой, коллективизация, все остальные. Вообще это было права человека. Вы уже не знаете, я вам скажу, что буквально Конституция Советского государства была написана благодаря Корану. Именно то, что пункты мы говорим об исламе, о той исламе, который люди живут, не убивает, уважение к старшим, уважение к младшим, образование бесплатное, медицина без права. Это все было дано в 20 веке. И столько, смотрите, начиная от Варшавского договора, от южного рубежа, восточный часть Германии, начиная от Польши, Варшава, и начиная, соответственно, Венгрия, Болгария, это они все составы были Варшавского. Единого блока были. Против были НАТО. Но когда 21 век уже возник, мы знаем, что Таджикистан самостоятельно не будет существовать как государство. Или даже Узбекистан. Но я вообще всегда задаю вопрос. А надо бы жить нам самостоятельно, мы же хотели суверенитет. Вот ваши прибалтийские республики живут, я ни одного мигранта не вижу в России. А куда они идут? Они, скорее всего, в Европу идут. А наши в России идут. Я один из тех, который инициатором, я выступил, говорю, что необходимо надо вести рабочий вызов.
Я знаю положение своих трудовых мигрантов, может, лучше, чем никто, ни один не знает. Но как один я решил? Совет меня решил. Но это должно быть в первую очередь услышан господином Рахмоновым. Люди наши находятся в рабских условиях в России. В России у нас мои дети учатся все. Но опять вопрос возникает, кто должен решать? Того, кого избирал народ. Соответственно, президент, у вас там часто президенты, по-моему, меняются. У нас на Востоке, знаете, пришел человек, дальше передает. А в конце концов, что у нас получается? Египет, Сирия, Ирак, Ливия, и то же самое Йемен. Вот это все не хотелось, чтобы у нас Таджикистан именно по такому пути начал двигаться дальше. А вы можете вкратце, я знаю, что это очень большая тема, но вы упомянули о арабских условиях. Можете объяснить, привести какие-то примеры? Я считаю, что в нашем веке рабские условия так. Если человек без паспорта у работодателя, это раб уже. Он отнимает паспорта? Отнимает паспорта, да. Если человек находится, значит, он не может в зону, которую ему дали, а эта зона не может выходить, а при этом Федеральная миграционная служба знает, что там находится сотни граждан без документов, на это закрывает глаза. А грамотный таджик, если идет по метро, его останавливают, находит повод, соответственно, его депортируют. Вот это нас волнует. А мы говорим о чем главное, чтобы больше знать культуру истории российского государства. Вот человек вышел в метро, образованный, он знает науку, а как оказался на следующий день он депортирован. Поэтому сегодня существовать человека или таджика в России, это вопрос для нас стоит первоначальным. Мы должны соблюдать те правила, которые нам написано Организацией Объединенных Наций. Мы уже определили суверенное государство, мы определили, что значит, Россия является близким другом, близким и партнером в стратегическом плане. Много что у нас соответствует к жизни в будущем, совпадает, конечно. Но главное одно нет, защита прав граждан, как мы будем его создавать? Это люди, это у них семьи. Они не виноваты стали дворниками, они не виноваты, приехали из Таджикистана, работали, а на следующий день оказались в тюрьмах. Даже в факте о том, что я вам говорю, сегодня человек не был в Москве, молодой парень, находясь всю жизнь в Подмосковье, а его обвинили в изнасиловании, он получил 11 лет. Он вообще не знает карты Москвы, никогда не был там. И об этом и хозяин русский человек говорит, подобных фактов тоже. Или забирает человек из Таджик, выехал на машину, забирает автомобиль, последующие сотрудники полиции помогают организованной преступной группе, но это единицы, но есть факт. Надо меры предпринимать. Последующий его приводит, машина оформляет на другого человека, таджик ходит пешком. Хорошо, он живым еще, живой остался. Эти факты есть. Вам это больше, соответственно, скорее всего, может волнует. Но поймите, и в Европе не все хорошо, что мы видим сегодня. А наши граждане сейчас выбирают путь куда? В Канаду. Не в Россию уже, в Америку, даже в Европу. Ну, Европа буквально по приезде наших этих пострадавших странах Сирии, наши боятся поехать в Европу, мы знаем. Отличается таджик, узбек, киргиз. Это люди, которые хоть что-то знают в этом мире. Чем, допустим, взять сирийцев, взять иракцев, чем взять, допустим, тех же палестинцев. Но Европа в каком-то плане должна нести ответственность. Кто им вооружал? Кто им деньги давал? Кто им дал такие? Это европейский час, сегодня наши в лице НАТО предоставил этим людям. Это наши люди рассказывают мне же, которые прибыли из Сирии. Они были полностью обеспеченными любыми новейшими оружиями. Да. Вот то, что я сегодня говорю, касается помощи не в развитии государства, а людей, а как, соответственно, их столкнул лбом друг с другом, вот эти, два брата. Вы говорили сами с кем-то, кто уезжал или хотел уехать? Абсолютно, да. Я говорил. Вы отговаривали их или как? Я уговаривал людей. Они даже приходили здесь добровольно. Да? И да, мы едем, дайте нам вот возможности, как правильно, или там правильные инструкции, как нам вот, чтобы не трогали во время вылета в Турцию. А вы им что говорили? Я всегда говорю, что, что вам мешает в этом мире? Что здесь плохого? Но обычно таджики сказали так, мы устали от миграции. Мы вообще устали. Вот сегодня, говорит, столько уже, 23 года человек в миграции. Ему было 18 лет, плюс 23. Он ничего хорошего не видел. Он видел только дорогу, поезд Москва-Душанбе, Душанбе-Москва или самолетом, а дальше те места, которые попадают в руки того или иного феодала, так называемого. Если наши граждане приехали по запросу России, это было нам хорошо. И для россиян тоже было хорошо. Но до сих пор мы говорим открыто, вот все это то, что связано с границей. А эти вот вербовщики, они, что это за люди? Вам известно, откуда они приходят? Говорят, что это чеченцы вроде тоже.
Нет. Кто они? Вербовщик может стать любой человек. Может Но стать именно русским. вот исламского государства, Да. о которых вы знаете. Вербовать легко было бы таджикам, потому что таджики, которые были на объекте, и очень легко их вербовать. Я разговариваю с ними. Вот я иду посередине там рынка, допустим, Да. конкретно Люблино, или там садовод роль играет, да? Там работает порядка 15 тысяч таджикистанцев. Вечером 19 часов я пройду по дому, там палаточный городок, и по второму, да? Я вижу, стоит мальчик. Он что-то читает. Я вижу, у него настроение плохое. Я говорю, а что с ним? Он говорит, вы поймите мне, мама там занимала денег в Таджикистане. А я обещал, что деньги отправили. Я вот работаю здесь, мне бригадиры деньги не дают. А выходить не могу, паспорт у меня забрали. А он говорит, ты хочешь паспорт новый? Все организовано, все сделаем. Ну как, допустим, многие олигархи убегают с территории России или Прибалтики, других республик, и они делают, и буквально они говорят, вам от 5000 долларов вас устраивает? Он говорит, устраивает. Он подумает, лучше я поеду туда, чтобы спасти жизнь своей матери. Вы же тоже спасаете жизнь своего ребенка, и ребенок спасает вашу жизнь. Так были завербованы люди. А кто завербовал? Много были таджиков среди них. Там были, допустим, связаны с течением салафия, с ваххабитами же. Может быть, это Северный Кавказ, вы правильно отмечаете здесь. Но это люди. Это люди, которые, соответственно, придерживаются религии сегодня. Какой религии? Мы за традиционный ислам. Я думаю, и Европа за традиционный ислам. Но сегодняшняя Европа, ну, как сказал Путин, что вы натворили? Что вы сделали с народом? Он правильно это все отметил. Поэтому сегодняшняя Европа, сегодняшняя Россия, сегодняшняя Прибалтика и Республика Средней Азии, если бы так мы остались бы, как тогда, как две державы в мире, Россия, точнее Советский Союз и США, подобные, значит, войны не были бы сейчас. Потому что они друг друга стали вот так вот. Как сегодня освободить Европу от мигрантов, мы не знаем. Но там будет очень много, большое количество мигрантов. Может быть, и таджики туда поедут. Потому что сегодня в России таджикам хотелось бы оставаться. Но нет реальной миграционной концепции. Что-то сейчас делается вот с этими вербовщиками, или они до сих пор продолжают ходить, вот как вы описываете по рынку? Я думаю, что в любой войне, мы убьем последнего фрица, так называемого, в годы Великой Отечественной войны, еще надо идти. Эта война не закончена, война только может быть на стадии, может быть, это на 30-40%. Это пока авиация работает. А у людей это денег, а состав, те же полки, те же бригады, те же боевиков, о которых мы говорим, надо состав добавить откуда-то. А где добавить? Здесь, в российском нашем государстве, потому что здесь очень много мигрантов. А вы говорили с кем-то, кто вернулся оттуда? Потому что я так понимаю, что эти 5000 это тоже Ну, хорошо, оказывается на деле не... Я вот недавно обратился наш гражданин, который попросил убежище в России. В России обратился к генеральному прокурору российского государства, чтобы ему не передали Таджикистан. Он возвратился в Сирию, что он там оказался случайным. Он готов, значит, бывать наказание, только в российском государстве его не передавали руководству Таджикистана. Это есть даже, получается, тот же диалог, который мы сейчас всеми создаем с нашими гражданами. А он рассказал что-то, что там происходит? Он, скорее всего, рассказал, может быть, прокурору или следователю. Я лично его не видел, но это уже информация на уровне власти решает. Подобие как он очень много. Поэтому я называл, что фильтрационные лагеря надо открывать, пока не поздно. Чтобы они не поехали в Европу. Я думаю, что наши граждане там не тысячи, там больше даже, которые сегодня воюют на стороне ИГИЛ. Я читала статью одну, есть такой портал «Медуз», вот, и там, ну, российский, вот, и там как раз рассказывалось, корреспондент съездил в Таджикистан и говорил с семьями тех, кто поехали на заработки в Москву, и потом уже вернулись, забрали семьи и уехали. Ну и там речь шла не о деньгах, там речь шла об убеждениях, то есть там были люди, которые изначально уже были, ну, я не знаю, салафитами, радикально настроены уже с самого начала, и как-то вот, то есть там убеждения тоже для какой-то части играют свою роль, то есть их вербуют не только деньгами, но и обещают какую-то борьбу за мифическое какое-то, мифическую справедливость. Ну вот, когда меня спрашивали, что почему раньше Крым не присоединился к России, а именно на период пребывания господина Путина. Значит, в России стабильное государство, стабильная страна, и в каком-то плане развивается и является, соответственно, державой в этом плане. И люди почувствовали, что надо уже присоединяться к России, надо. Это часть российского государства. Если у нас в Таджикистане все было бы хорошо, можно было подобие ситуации, как вы сейчас рассказали, бы не случилось бы.
что люди просто за идеей, за идеалами. Если у него было дома мешок муки, он знал, что до конца месяца хватает его детям. Если он видел, что там есть, соответственно, масло, есть сахар, то любой человек пришел к нему домой, он бы отказался. Нет никакого идеала, я вам сразу говорю, никакие идеи там. Там голод, который мы сейчас не говорим, он не знает пути выхода. Мы вот сегодня говорим, те люди, которые ушли, может быть, там 3% максимум, которые за идеей пошли. Но они не пошли солдатами. Они вербовщики, как мы говорим, у нас там бывает, сидит 5 человек, начинают рассказывать, как хорошо, как все прекрасно. И сам, когда бой начнется, уходит. Это трусливые люди назад. Это те же вербовщики не хотят умереть. И те, которые пошли за идеал, это не те люди, которые, они никогда даже окоп не видели. И в этих окопах не были рисков. Они позади находятся. Это называется та информационная группа, которая работает. Я никогда не могу говорить, вот понимаете, в чем дело, я прошел очень большой стаж в военной службе. И в Советском Союзе, и в российском нашем государстве, и находясь на Западе, в Германии долго, в составе западной группы ВОС. Тогда что, солдаты не хотели за идею, сказать, что нет, мы не отдадим восточный часть Германии. Мы же берлинская бригада выехала в 91 году, часть вторая вышла в 94 году уже. Какая может быть идея? У людей были идеи. Они за Советский Союз хотели жизнь отдать. За исключением нескольких республик. Сегодня нет идей. Сегодня конкретно играют деньги. Посмотрите события на Украине. Что происходит на Украине? Это олигархи деньги решают. А кто олигархи? Посмотрите на их фамилии. На фамилии посмотрите, что у них происходит. Заканчивается на букву «И» же. Это к тому, что люди, которые давным-давно хотят поссорить не только ислам внутри, и христианство столкнуть с исламом, и иудеинство, хотя, соответственно, связано с православием, так можно говорить. Но это же происходит сегодня же. Вот мы же видим, что это война на Украине, да никакой украинец этого не создал, они два брата находятся. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что вот есть люди, есть олигархи, мы конкретно их фамилии, имена знаем, народ Украины, там нет идей, но они друг друга убивают. Я там не видел, где-то они подняли там знамя ислама, нет. Даже собственное знамя украинское не поднимают. Они идут убивать. Почему? Потому что тот же солдат украинский голодный. Он жить хочет, без зарплаты, у него семья. Большинство так и воюют. И также таджики выезжают и воюют. Последний вопрос. С вашей стороны вы, окей, когда люди к вам приходят, вы их пытаетесь отговорить. Но есть какая-то с вашей стороны проактивная работа для того, чтобы заранее уже, перед тем, как к нему пришел вербовщик, сказать ему, вот к тебе могут подойти, знаешь, что это там, что это плохо, неправильно, или нет у вас на рисунке? Я еще раз повторяю, что создавший пирамиду, как слово капитализм, денег, значит, товар, деньги, деньги, товар, это и есть капитализм. Мы давно ушли от основной проблемы, что делать с молодежью, с человеческим достоинством. Вот это человеческое достоинство, сегодня я говорю, если я что-то бы сказал, даже в каком-то плане мог процент или меньше процент помочь нашим гражданам, может быть другим гражданам даже, потому что к нам не только приходят таджики, приходят узбеки, там, украинцы, которые по другим вопросам к нам приезжают. Это тоже было хорошо было. Но реально эту картину надо было решать на уровне государства. Надо было именно программу. Я вот всегда говорю, я когда начал поднимать главный вопрос о вербовщиках, о возможности, что на садоводе вербовка происходит наших граждан, я вместо того, чтобы получить оттуда ответ и реакцию властей нашего России, я увидел господина Соловьеву, ведущей программы. Он больше часа говорил про Карамата Шарифа. До того он плохой. Этот человек вообще он неуправляемый и непредсказуемый человек. Я имею в виду про Владимира Соловьева. Я понимаю, да. И он в своем программе, соответственно, где у него радио, так называемое, СФМ, этот человек говорит столько, хотя я раскрывал, то есть необходимость приостановить, что поток меньше стал. Но у нас и у вас есть проблемы. Проблемы к тому, что если мы видим, что наши граждане в Таджикистане особенно уезжают в Россию, в подобных условиях будут жить, последующие нам надо дождаться. Хорошего навряд ли. Плохого уже мы видели. А надо и выход с положения искать. Выход всегда есть. Правильно надо контролировать средства массовой информации. Надо создать, пора в Россию, может быть в Америке есть, уже может и нет, создать телевизионный канал, связанный с проблемами трудовыми мигрантами. На разных языках надо уже разговаривать пора. Я думаю, что это было бы полезно и Таджикистану, и Россию. Но я знаю по своим, что Россия не нуждается в трудоиммигрантах, вы знаете прекрасно.
Хотя в каком-то плане нужны. Но сейчас, после событий в Сирии, Россия не нуждается в трудоиммигрантами. Те, которые приезжают, это вопрос связан, что страны донора будут нести ответственность перед Россией. Это называется для применения того или иного асимметричной и симметричной меры. Поэтому готовиться надо к нам, к тому, что настолько вот 2016 год будет успешно, войдет Таджикистан в таможенный союз, поскольку мне известно, Таджикистан в таможенный союз, как бы Узбекистан, не войдет. Но проблема остается. Надо решать. Потому что сегодня, смотрите, более 450 тысяч таджикистанцев депортированы на территорию России. А как их отправлять назад? У них денег нет. Чтобы возвращаться назад на родину. Нет денег. Вот надо нам об этом думать. А впоследствии будем думать, как провести тогда наши мероприятия, наши журналы, наши сайты. Ну, хочу вам доложить, что у нас 18 декабря прошло десятилетие нашей газеты «Голос таджикистанцев в России». Страна как демократическая для всех мы знаем. Но там же был дан старт. Открыт телеканал таджикских трудовых мигрантов. Впервые в истории вы знаете, что появится в России, который уже старт, соответственно, ну, этот канал будут смотреть миллионы людей наших по линии интернета. Спасибо вам за то, что нашли время. Спасибо вам.